День за днем корреспонденты нашего канала следят за событиями в республике и за ее пределами. Сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых заметных из них. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». В студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Вот о чем мы расскажем в ближайший час. В Нерюнгри прошел эссе Холонхо. Расскажем о ярких моментах празднования. Триумф якутского балета. Государственный театр оперы и балета завоевал сразу 3 награды «Золотая маска». На строительной площадке Ленского моста завершается сборка первого кафедрама о ходе работ. С 1 июля подорожали тарифы на ЖКХ. На сколько процентов повысилась оплата у якутян? В столице республики проходит 8-й Якутский международный кинофестиваль. Расскажем, какие фильмы представили страны. В Нерюнгри прошел эссе Холонхо. В торжественной церемонии открытия принял участие глава республики. Айсен Николаев отметил, что особая сила этого масштабного праздника заключается в ценностях, которые передаются из поколения в поколение. Ирина Жданова продолжит тему. Торжественная церемония открытия началась с обрядов и благословения. Глава республики водрузил символ эссе Холонхо на священное Сергия, возвещая о начале праздника. Эссе Холонхо объединяет всех жителей республики. Таким массовое представление объединило многих нерюнгринцев, творческие коллективы, взрослых и детей, аланхасутов и исполнителей эпоса. Финальным выступлением стал массовый осохай с участием всех желающих этого большого праздника. Традиции, которые передаются из поколения в поколение, они наиболее ярко выражены в эссе Холонхо, который мы сохраняем таким, каким он был многие столетия назад. И огромная благодарность всем жителям Нерюнгри, всем организаторам за прекрасный праздник, который сегодня здесь подарили. Глава республики посетил спортивные площадки, прошел обряд освящения у представителей коренных народов Севера, оценил мастерство местных ремесленников, исполнителей эпоса Аланхо и хамусистов. Национальный праздник собрал представителей разных общин, которые проживают на территории многонационального Нерюнгринского района. Айсен Николаев отметил единство, которым славится наша земля. Нам гордостно, что в нашем районе, в нашем городе проходит такой праздник. Столько гостей, столько друзей приехали сегодня. Мы всех встречаем сегодня на своей Урасе. Для нашего города, для нашего района это очень большой праздник, который объединяет все народы всего, наверное, мира, могу сказать. Желаем всем здоровья, счастья, благосостояния. Желаем, чтобы наша многонациональная дружба укреплялась, расширялась, богатела и приносила только самые позитивные и добрые эмоции. Сохраняла культурное наследие, сохраняла наши обычаи, народные костюмы и, конечно, пусть будет мир и дружба. Принять участие в празднике приехали гости из Китая, Амурской области и других районов республики. Напомним, что в этом году эссе Холонхо проводится в 18-й раз. Вся программа эссе Холонхо охватывает более 70 мероприятий. В театрализованных представлениях задействованы более 1500 человек. Впереди еще много интересного, что сделает незабываемым республиканский праздник на гостеприимной Нерюнгринской земле. Ирина Жданова, Андрей Гаянов, Нерюнгри. В Якутии продолжается реализация мероприятий по комплексному социально-экономическому развитию населенных пунктов. Одним из ключевых объектов здравоохранения, подлежащих модернизации, стала Центральная районная больница города Нерюнгри. Во время своего визита в Нерюнгри глава республики Айсен Николаев ознакомился с ходом ремонтных работ блоков А, Б и В больничного комплекса, здания женской консультации, где также расположилось отделение профосмотров. Кроме капитального ремонта продолжаются мероприятия по оснащению больницы высокотехнологичным оборудованием. Глава региона поручил не сбавлять темпа работ и завершить все в срок. Мы обсуждали о дальнейшей стратегии развития в целом здравоохранения Нерюнгринского района. Соответственно, какую помощь мы еще будем оказывать, высокотехнологическую медицинскую помощь, которую будем внедрять. Окончание ремонтных работ позволит еще лучше и более качественно и продуктивно оказывать медицинскую помощь населению с хорошими залами ожиданиями, с широкими коридорами, с просторными кабинетами. Ну и, соответственно, не только для пациентов это радостная новость, но и для непосредственно врачей, что они будут работать уже в отремонтированных помещениях и на новом оборудовании.
На одной из строительных площадок Ленского моста завершается сборка первого кофердама, который послужит основанием для установки опоры. Огромная конструкция весом почти 1500 тонн будет собрана на берегу, после чего будет переправлена в русло. Для переноса с берега в русло реки будут применяться технологии из сферы кораблестроения, пневматические ролик-мешки. Всего будет применено 3 кофердама. Первый будет спущен в воду этим летом, второй и третий уже в следующем сезоне. Сооружение сложное инженерное, это долгие годы проектирования, и, конечно, здесь опыт специалистов применен всех и на стадии проектирования, и на стадии сборки. Мы считаем, что в наших условиях сделаны все необходимые подготовительные работы, исследовательские работы для того, чтобы вот такое сооружение служило опорой, основой одной из опор моста. После почти двухлетнего простоя домостроительный комбинат в Якутске вновь приступил к работе по выпуску строительных панелей. После прошедшей модернизации производства и изготовления конструкций для строительства стало дешевле и быстрее. Сейчас завод полностью работает на нужды строительства в микрорайоне Звездный. В этом году из конструкции завода будет возведено 6 новых домов. В день на заводе формируется примерно 60 кубометров бетонных изделий. Более 9000 пациентов завершили лечение в Якутском республиканском онкологическом диспансере с прошлого года. В новом корпусе онкоцентра, построенном в рамках национального проекта здравоохранения, проведено свыше 4500 операций. Благодаря инициативе президента Владимира Путина врачи получили доступ к передовым методам диагностики и лечения онкологических заболеваний. Особый акцент сделан на малотравматичные хирургические вмешательства, что существенно сокращает период восстановления пациентов. Ввод нового корпуса онкоцентра позволяет оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь большому числу жителей республики. Сегодня мы работаем в новом онкоклиническом центре, оснащенном по самому современному слову техники, и хотим выразить искреннюю благодарность лично президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, так как именно по его поручению начат процесс строительства нашего центра. Мы имеем все возможности, все виды медицинского оборудования, которые позволяют нам внедрять самые передовые техники хирургического лечения. В Якутии отметили День ветеранов боевых действий. В тот день участники вооруженных конфликтов встречались с однополчанами, возложили цветы к памятникам погибшим воинам и участвовали в торжественных мероприятиях. О том, как отметили День ветеранов боевых действий в Якутске, расскажем в следующем сюжете. Якутия – один из немногих регионов, в которых День ветеранов боевых действий признан на официальном уровне. Бойцы нашей республики всегда славились храбростью и отвагой на полях сражений, будь то Афганистан, Чечня, Сирийская республика или специальная военная операция на Украине. И каждый из них чувствует поддержку родной республики. В советское время было много хорошего, но одно было то, что мы негативно можем вспоминать. Это те знаменитые слова, каким-то чиновникам сказаны, а мы вас туда не посылали. Вы знаете, сейчас такого быть не может в априори, потому что мы все переживаем. Каждый соучастник, кто-то плетет сети, кто-то помогает чем-то. У меня друг афганец передал вот автомобиль свой, кто-то еще что. Мы все задействованы, мы все сопереживаем, мы все участники вот этого специальной военной операции. Среди тех, кто сегодня отмечает День ветеранов, много совсем еще молодых ребят, которые недавно вернулись из зоны проведения специальной военной операции. И многие из них сегодня впервые отмечают этот день. И главные слова для них – это слова благодарности от людей, которые встречают их на улице. Допустим, мы, получается, уже уезжали с Украины, оттуда с передка, заезжали через Ростов и так далее. Нам люди подходят, говорят, каждый человек подходит, говорит, спасибо вам большое, вне зависимости от национальности, то есть там, неважно, там якут, русский и так далее, да. Нам говорят, подходят, говорят, спасибо вам большое. И, постоянно вот всем говорят, когда вот ходишь в форме обычно, да, все говорят, типа, вот спасибо вам большое, то, что вот, как бы вы есть. Если вас бы не было, говорит, кто бы защищал бы, говорит. Конечно же, в этот день ветераны вспоминают тех, кого уже нет с нами в строю. Тех, кто отдал свои жизни за правое дело. К сожалению, у нас покинуло очень много хороших ребят. Всегда их будем помнить. И такое мероприятие, конечно, тоже надо обязательно отдать
дань уважения ребятам, которые в данное время сейчас находятся на фронте, которым сейчас непросто. Но мы здесь, которые уже, кто ушел в запас, кто по ранению, кто уже закончил свой контракт, который находится сейчас на гражданке, так скажем, что всегда будем помнить о ребятах, которые защищали свою родину. В честь Дня ветеранов сегодня были вручены государственные и ведомственные награды участникам специальной военной операции. Добрыми словами вспоминали тех, кто прошел Афганистан, Северный Кавказ, Сирию и другие горячие точки по всей планете. И все речи заканчиваются одним самым важным словосочетанием – победа будет за нами. Александр Хавренко, Семен Семенов, Виктор Дьяконов, Якутск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». И мы продолжаем. С 1 июля подорожали тарифы на ЖКХ. Оплату большей части новых тарифов покроют субсидии из республиканского бюджета. Фактически для якутян чек в среднем повысится на 13%. Рост по отдельным взятым услугам, как электроэнергия, газ, водоснабжение, колеблется от 3 до 16%. Продолжают действовать льготы. Для всех многодетных семей предоставляется скидка в 30% на жилищно-коммунальные услуги. Во-первых, это рост расходов на топливо, это рост цен на уголь, нефть, которые у нас государством не регулируются и формируются исходя из тех цен, которые возникли при заключении договоров. Кроме этого, выросла логистика завоза, то есть у нас республика достаточно огромная для того, чтобы завести вот это вот топливо, особенно в труднодоступные северные арктические районы. Вот эти расходы учитываются. Теплоход «Валдай» начал курсировать по маршруту Якутск-Нижний Бестях-Якутск. Современное и комфортабельное судно обеспечивает безопасные и быстрые перевозки, что особенно актуально, учитывая популярность направления. Подробности расскажет наш корреспондент Саргалана Неустроева. Новый современный теплоход «Валдай» пришел на смену скоростным советским «Метеорам». Спроектировано судно в Нижнем Новгороде по лекалам надежного предшественника. Сюда, в Якутию, теплоход был завезен еще в 2021 году. С тех пор оно зарекомендовало себя как надежная альтернатива небольших катеров. Как отмечает капитан судна Василий Герасимов, еще ни разу со времен эксплуатации «Валдая» на теплоходе не возникало внештатных ситуаций. Может эксплуатироваться от верховьев реки Лены до широты и долготы 66-30, мыса Графена. Так практики Якутск-Сангары ходили, от Якутска до Витима бегали. При этом катер может развить скорость до 70 км в час. Таким образом, время в пути с Якутска до Нижнего Бестяха и наоборот может составлять порядка 25-30 минут. А стоимость проезда обойдется пассажирам в 700 рублей. Субсидий на это судно не предусмотрено, предупреждают в региональном Минтрансе. Действительно, по сравнению с прошлым годом чувствуется нехватка финансирования, поэтому принципиально для себя приняли решение, что субсидированные рейсы в определенном ограниченном количестве есть, и часть перевозок выполняется коммерческими перевозками. Есть и другие нововведения. С этого года купить билет на «Валдай» можно будет только через терминал, установленный на причале. Но учтите, что будет очередь. Направление очень популярно. Да и больше 45 билетов на одно время терминал все равно не продаст, иначе на судне не хватит места для пассажиров. Но зачем стоять в долгой очереди для того, чтобы просто купить билет, да еще и с риском не попасть на судно? Ведь сделать это можно онлайн. С этого года по маршруту Якутск-Нижний Бестях-Якутск на катере «Валдай» билеты можно приобрести через приложение Multitix. Делается это максимально просто. Заходите, регистрируйтесь, выбираете время и маршрут, а также сколько мест вам нужно. И покупаете билет, а при входе потом просто демонстрируете QR-код. Вот и все. Во-первых, это учет и контроль. Во-вторых, выдается билет фискализированный.
Вот. Для нас это статистика, сколько пассажиров мы перевозим. Вот. Это удобство. В день Валдай совершает по 5 поездок туда и обратно. В нем все удобства, в том числе и для маломобильных граждан. И при этом сегодня во флоте республики всего 2 таких теплохода. Правда, в следующем году правительство планирует закупить еще один – современный «Метеор». По каким маршрутам будет следовать он, пока неизвестно. Сарглана Неустроева, Виктор Дичковский, Якутск. В День национальной печати состоялось торжественное вручение государственных премий и наград представителям СМИ и печати. Государственную премию в области журналистики имени Василия Никифорова «Кюльмнур» получил главный редактор дирекции радиовещания НВК Саха, военный корреспондент Николай Бестинов. Также были отмечены другие представители профессионального сообщества за высокий уровень профессионализма, вклад в развитие региональной журналистики и преданность профессии. Триумф якутского балета. Государственный театр оперы и балета завоевал сразу 3 награды «Золотая маска» на итоговой церемонии 31-й Всероссийской театральной премии. Подробнее о событии узнавала Лилия Бурцева. Достижения и отклики окрыляют. Всю неделю победители престижной премии «Золотая маска» получают поздравления. Творческие успехи высоко оценил глава республики Айсен Николаев. Этот проект воплотился в жизнь благодаря финансовой поддержке Алроса, что позволило реализовать самые смелые идеи и создать эффектное театральное представление, которое получило уже много положительных отзывов у театральных критиков и зрителей, причем не только из республики. В эти дни, конечно, мы ощутили поддержку всей республики, получали поздравления от наших коллег, от зрителей, от всех жителей Якутии. И, конечно, нам очень приятно, что глава смог встретиться с нами, поздравить нас лично, поскольку действительно вот это событие, оно имеет огромное историческое значение не только для театрального искусства, а вообще для всей республики. Мы очень благодарны компании «Алроса», Павлу Алексеевичу Маринычеву лично за поддержку нашего спектакля. Благодаря этой поддержке спектакль получился очень эффектным, очень красочным, очень таким стильным и современным, поскольку мы используем там инновационные технологии, которых еще никогда не было в нашем театре. И возникает действительно вот ощущение волшебства, которое соответствует нашему главному бренду «Алмазу», с которым ассоциируется наша республика. Этнобалет «Сияющий камень» стал лучшим в основной номинации «Балет». Постановка была выдвинута в 7 номинациях. Лучший артист балета, лучший хореограф-постановщик, лучший композитор, лучший художник по костюмам и других. Основой спектакля стала легенда о возникновении якутских алмазов, главного бренда современной Якутии. Создатели спектакля – музыка Кирилла Герасимова, либретто Владислава Левочкина, постановка Екатерины Тайшиной. Мне давно хотелось поставить такой спектакль в этностиле, но при этом, чтобы это была современная хореография с элементами классического, конечно же, балета. Изюминка этого спектакля – это синтез, коллаборация этно-стиля классического симфонического оркестра вместе с этномузыкантами театра Ланхо. И получилось очень, по-моему, интересно. И как раз-таки именно вот этот вот синтез, эта музыка национального колорита очень мне помогла в постановке хореографии. Это то, что, например, нельзя выразить хореографу в классической музыке. То есть мне всегда очень хотелось именно попробовать в этом жанре, стиле, потому что я знала, что у меня бы это очень даже неплохо получилось. Впервые для республики была получена награда «Золотая маска» за лучший спектакль в основной номинации. Уже сейчас они получают приглашение для показа в других городах страны. У балетной труппы был небольшой срок в 2 недели для постановки хореографии. Для молодой артистки Марии Кузьминой эта награда – перспектива. Она исполнила главную роль в балете и получила награду за лучшую женскую роль. Это доказывает высокий уровень якутской школы балета. В балете «Сияющий камень» я исполняю главную роль сияющего камня. Для нас это очень сложный балет, технически получается. У нас там очень много поддержек сложных, но работая каждый день над поддержками, над образом, мы добились
прекрасного балета, и у нас очень хорошие результаты. Значимую роль в создании спектакля играет композитор, который отвечает за музыкальное оформление. Работа Кирилла Герасимова, композитора балета, оказала значительное влияние на все представление. Балет на фольклорную тему, поэтому изначально подразумевалось принятие участия вместе с оркестром симфоническим и фольклорным ансамблем из театра Ланхо. Для меня стояла изначально, скажем так, проблема даже именно соединения академической музыки, симфонической, с фольклорным ансамблем, чтобы это по стилю, чтобы они не противоречили. В спектакле работа художника по свету позволила зрителям глубже понять характеры персонажей, подчеркивая нужные элементы их образов. Иван Шандровский удостоился золотой маски за лучшую работу художника по свету в музыкальном театре. Художника по свету работаю с 2020 года, вообще в целом в театре работаю с 2013 года. Эмоции какие, у меня эмоции непередаваемые, меня, как сказали, сразу и не поверили, мне пока лично в руки не вручили, уже и до сих пор не верю, на самом деле, такое ощущение, будто сплю. Это значит, что в правильном направлении двигаемся, и то, что у нас коллектив очень профессиональный, ценный, и, конечно, заслуга большая нашего зрительского цеха. Отметим, что в этом конкурсе участвовали 734 спектакля из 170 городов. Для якутян особенно важно, что победу в самой престижной театральной премии страны завоевала постановка, вдохновленная национальной культурой народа Саха. Это означает, что якутская культура, в частности наш балет, покорит еще не одну вершину. Лилия Бурцева, Семен Семенов, Якутск. В столице республики проходит 8-й Якутский международный кинофестиваль. И по доброй традиции он открылся красной дорожкой. По ней прошли режиссеры, продюсеры и актеры. Традиционно фестиваль собрал кинематографистов из разных стран. Якутский зритель увидел работы из Италии, Франции, Индонезии, США, Бразилии, Ирана и даже Непала. За победу в главной номинации «Лучший игровой фильм» поборется 10 работ. Россию представляет картина «Подари мне цветы» якутского режиссера Василия Слепцова. Друзей, заслуженный деятель искусства Республики Саха-Якутия, мужчины средних лет, и они узнают, что вот их друг, лучший друг сыграл свадьбу, и их не позвал. Республики Саха-Якутия сидят в клубе. Здравствуйте. Вспоминают своего друга хорошими и нехорошими словами. Я думаю, что вот каждый мужчина увидит себя. Какой фильм? Ожидания от фестиваля какие хорошие. Семен Ермолаев, писатель. Весенняя охота для одного из жителей Якутска закончилась неожиданно. Помимо свежей дичи у горожанина подсадная мама-утка преподнесла новое семейство. Все подробности утиной истории знает Ржена Гармаева. Этой весной заядлый охотник Григорий Федоров решил опробовать новый для себя метод ловли на подсадную утку. Для этой цели Григорий вместе с другом приобрел самку кряквы. Охота выдалась удачной, а птица вернулась с нее не только целой и невредимой, но еще и с кличкой. Вначале не очень-то верили, что она может подзывать. Ну а потом сидим с другом, и она начала орать, и самцы пролетают. И мы такие разговариваем, говорит, смотри, стерва, говорит, орет, слышь, а пацаны пролетают. И вот как-то у нее кликуха осталась такая. После окончания сезона охоты пристанищем стервы стала лужица за домом Федоровых. Там же утка обзавелась диким ухажером. И в один прекрасный день пролетел самец дикий кряква. И вот он тут неделю прилетал. Жил здесь свидание было. В результате птичьих рандеву появилось 6 яиц. В ожидании утят стерву выхаживали всей семьей. А самка, несмотря на свою малоприятную кличку, оказалась прекрасной мамой. Она очень хорошо относится к своим детям, уточкам, смотрит за ними. И все 20 дней, по-моему, она прямо над яйцами сидела. Даже мало кушала. Я смотрю, вообще не выходит. Все время сидит над яйцами.
Мама на месте. А где же папа? После зачатия детей самец свою даму покинул, но Григорий его не винит. Таковы уж законы животного мира. Но у интернет-публики, с которой Григорий делится утиными историями, пропажа новоиспеченного отца вызвала негодование. Некоторые ругаются. Самец, говорит, попользовал, покушал, да улетел. Ну, сама природа такая, он же не человек. И, кстати, свадьбы тоже не было, поэтому она вольная птица. Он вольный мужик, красавчик. На семейном совете решили, что утку и ее детей нужно вернуть в лоно природы, отдать то, что у нее забрали, говорят Федоровы. В качестве дома для птичьего семейства выбрали озеро Сайсары. На волю уток отпускали под одобрительные возгласы толпы. История хорошо кончилась. Они на природе у себя. И вот уже дети уже порадовались. Горожане встретили птиц радушно и даже угостили их лакомствами. Жизнь на новом месте утки начали весьма благополучно. Эржена Гармаева, Станислав Потапов, Якутск. Такой была минувшая неделя глазами наших корреспондентов. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.